Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Суммы компенсационных выплат, которые получат обманутые дольщики, в ряде случаев на 15-25% превысят их первоначальную стоимость по договорам долевого участия. Размер выплаты рассчитывается индивидуально на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров. Выплату возмещения гражданам будет осуществлять банк-агент Дом.РФ. В продолжении темы банк-агент Дом.РФ с 3 декабря начал принимать заявления от дольщиков тех долгостроев, по которым на наблюдательном совете фонда было решено выплатить возмещение за квартиры, а не достраивать дома. Речь идет о проектах 11 застройщиков в 7 регионах. Первым регионом, где начали приниматься заявления, стала Саратовская область. С 9 декабря заявления начнут принимать в Ивановской области, с 10 декабря в Красноярском крае, а с 16 декабря в Якутии, на Орловской, Пензенской и Ленинградской областях. Объем финансирования на выплату денежных средств дольщикам составляет 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Строительство моста через реку Лену в Якутии позволит повысить транспортную доступность в регионе с 23 до 83%. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Он также сказал, что строительство моста будет способствовать развитию Нижнего Бестяха как города-спутника Якутска, созданию единой транспортной агломерации на разных берегах Лены. Это даст возможность республике быть транспортным узлом для северо-востока России. По словам Айсена Николаева, основным отличием нового проекта строительства от того, что было предложено раньше, является создание сквозной магистрали. На первом этапе от Мирного до Магадана, на втором этапе уже от Иркутска до Магадана. Федеральный закон, выравнивающий энерготарифы на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, будет действовать в 2020 году. Об этом также заявил глава региона Айсен Николаев. По его словам, в течение следующего года республика должна будет отработать с правительством России механизм долгосрочного возмещения дополнительных расходов по дизельной энергетике. Документ предусматривает сохранение нынешних тарифов, которые 2 года назад были практически в 2 раза снижены для предприятий реального сектора экономики, малого бизнеса и бюджетных учреждений Дальнего Востока. Геологи Алроса выделили 3 перспективных участка на Малобутробинском лицензионном участке, где прогнозируется наличие кустов и отдельных кимберлитовых тел, сопоставимых по своим параметрам с известными кимберлитовыми телами Малобутробинского алмазоносного района. По предварительным расчетам, прогнозные ресурсы алмазов составляют 17 миллионов 900 тысяч карат. Как отметили в компании, выявление новых месторождений алмазов в пределах Нижней Бутробинской площади внесет существенный вклад в развитие минерально-сырьевой базы Алроса и в перспективе поддержит финансово-экономическую и социальную обстановку в регионе. «Газпромнефть» приступила к активному освоению нефтяной оторочки Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Якутии. Промышленный приток первой добывающей скважины превысил 150 тонн нефти в сутки. В настоящий момент действующий фонд составляет 6 скважин. На первом этапе добываемая на месторождении нефть будет использоваться в том числе для отладки технологических процессов на объектах нефтяной и газовой инфраструктуры. После завершения пусконаладочных работ все жидкие углеводороды будут транспортироваться на приемо-сдаточный пункт нефтеперекачивающей станции «Аргул» и далее сдаваться на нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан». В Якутии в 2020 году введут мониторинг хода северного завоза через информационную систему. Об этом сообщил глава регионального Кабмина Владимир Солодов. Он отметил, что данная система позволит видеть в абсолютном значении вес грузов и ход их доставки. Мониторинг даст возможность своевременно корректировать и учитывать решения тарифного характера. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.